Салем, друзья! Это новый выпуск «Бизнес по-казахски». Сегодня будет не только очень интересный, но и очень красивый выпуск, потому что сегодня в выпуске мы разберем с вами модельное агентство. Друзья, знакомьтесь, это Фарида. У нее свое модельное агентство, называется FM Models Management. Все верно. А почему это название и как ты пришла вообще в модельный бизнес? На самом деле я с 3 лет, бабушка меня водила по различным кружкам, на съемки, на фотосессии. На самом деле я никогда не планировала открывать модельное агентство, это не входило в мои планы. Я просто занималась тем, что мне нравится, преподавала дефиле, фотопозирование, проработала 2 года в другом агентстве директором. А потом случился маленький конфликт, и я решила уйти. Когда я уходила, многие родители детей и модели, все, кто у меня обучался за вот эти 2 года, сказали: открывай свое, у тебя это хорошо получается, мы все придем к тебе, что нам здесь делать без тебя, если все 2 года только мы с тобой коммуницировали, работали, в принципе. И, не знаю, я вот ушла, скажем, неделю назад, и за неделю я нашла помещение, договорилась с преподавателями, объявила кастинг, пришло очень много людей, мы пригласили. И за неделю, грубо говоря, мы открылись. Очень долго думали, как назвать агентство. Говорят, как корабль назовешь, так он и поплывет. Предлагали и Шарк, и Пантера, и чего только мне не предлагали. Одна мама сказала: назови своим именем. Я думаю, это что за себялюбие такое, Фарида Малик Models. Потом думаю, раньше же называли, типа, модельное агентство, не знаю, там, Асель Сагатовой раньше был, или Дениса Дичковского. И пришла к тому, что прикольно было бы, если называлось моим именем, но не хотела, чтобы это прям было напрямую, чтобы это было явно, и как-то созвучно и красиво звучало просто FM. И поэтому FM — это Фарида Малик Models. И еще и Fashion Models, да? Можно Fashion Models, да. В основном, да, это Фарида Малик. Фарида, расскажи, пожалуйста, где мы находимся? Это наша студия. Здесь мы проводим занятия, кастинги, собеседования. Большая часть времени нашего находимся здесь. То есть это непосредственно ваша студия? Или вы ее арендуем? Арендуете, да? Да. Вот сразу же интересный вопрос: сколько стоит аренда студии? 240 тысяч в месяц. 240 это тысяч не в месяц. мало и не много для такой студии, поэтому вдаваться в сильные подробности не буду. И вы здесь находитесь раз в неделю, то есть по воскресеньям? Да. Этого хватает для того, чтобы... Какие вообще процессы происходят? Что здесь в этой студии происходит? Здесь у нас проходят занятия, где мы обучаем наших моделей, учеников и готовим к модельной жизни. Так. Также здесь мы проводим кастинги, набираем моделей, либо на обучение, либо уже берем в базу опытных моделей. Ну и в основном собеседования с преподавателями, с заказчиками и так далее. Хорошо, вы снимаете раз в неделю, Да. студию по воскресеньям, получается 4 раза в месяц. По сколько часов? 5 часов. По 5 часов, да? Этого хватает, чтобы сделать все свои дела, провести встречи, провести занятия. Что вообще входит в эти деньги? Какие есть помещения? Зал, терраса, конференц-зал, раздевалка мужская, женская, душевые, туалет, холл, ресепшн. В принципе, все. Расскажи, пожалуйста, с какими сложностями ты столкнулась при открытии модельного агентства? На самом деле их было не так много, но они были, и в первую очередь меня волновало именно помещение. Я не могла найти хорошую студию,
куда ты придешь не просто позаниматься, как, не знаю, во многих танцевальных залах, в подвале там или еще что-то. Я хотела именно, чтобы люди приходили в комфорт, чтобы они знали, что здесь уютно, что они могут здесь расслабиться спокойно, переодеться, позаниматься. И, ну, это не будет быстро прибежал и ушел. То есть это как второй их дом. Я обошла множество студий, и это все было за неделю, точнее за 3 дня. Я перерыла весь интернет в поисках студии, и потом мне попалась одна случайно студия. Это, конечно, была не эта первая, она была другая. И когда я туда пришла, все это была любовь с первого взгляда. Огромный холл, красивый большой зал, витражные окна, 11-й этаж, панорамный вид. И попался очень хороший администратор, она мне сразу освободила время для занятий. И когда все мы договорились, это как такой большой груз с плеч упал, что ты думаешь, ура, все, первый этап пройден. Второй этап, конечно, были возмущения со стороны другого модельного агентства, где я работала директором, потому что за мной начали уходить многие ученики, многие модели. С ними были некоторые проблемы. Ну и третья проблема, даже это не проблема, а страх того, что к тебе никто не придет. Это было самое страшное, потому что все заключается именно вот в нашей работе, это все в людях, которые к тебе приходят, которых ты обучаешь, которых ты развиваешь, которые продвигают тебя, они лицо твоего агентства. И вот первое и самое важное, это, наверное, люди. Главное, чтобы они пришли. Ну, то есть сколько лет назад это было? 2,5 года. 2,5 года ты сняла первую свою студию? Да. А что случилось? Почему ты ушла? Я просидела там 1,5 года. Потом мне сказали, что повышается арендная плата. На тот момент это была очень большая сумма. Плюс ко всему, это была йога-студия, где люди во время наших занятий лежали в мантрах, релаксировали. Понял. И наша музыка им мешала, а для них важнее их клиенты, чем наша аренда. И мы приняли решение о том, что нам нужно съезжать, мы не сможем находиться вместе. А вечером занятия проводить, ну, как-то в воскресенье, терять полдня. Сначала непонятно где, а потом срываться, бежать на занятия, это не всем удобно. Проще сначала подзаниматься, а потом уже на весь день быть свободным. Но я из этой, с точки зрения людей и тех, как им удобно, всегда рассматриваю. Все, интересно. Насколько я знаю, сейчас у тебя будет урок. Да. Дефиле? Да. Что такое дефиле? Дефиле – это походка, правильная походка, модели, которые ходят по подиуму, участвуют в показах. Мы ставим шаг, выпрямляем осанку и выпрямляем колени, ноги. Все как положено. Пойдемте посмотрим Пойдемте. на ваши уроки. Это наш зал. Здесь проходят у нас занятия. Сейчас я вам покажу наш урок дефиле. Зал приблизительно 100 квадратов, не знаю точно, но этого хватает. Сейчас идет урок дефиле, да? Я так понимаю, модели ходят. А сколько сейчас в школе модели? Подожди, вот вопрос такой, для меня очень важный. Агентство и школа – это одно и то же? Это разные вещи. Агентство занимается продвижением моделей. Работа моделей, то, где модель приносит прибыль и себе, и агентству. Школа, где модель подготавливают к работе. То есть у тебя еще и школа? Да. То есть ты зарабатываешь и как агентство, и как школа? Не всегда. То есть есть модели, которые приходят целенаправленно на обучение, и им не важно работать. Во многих случаях модели, конечно, оплачивают обучение себе, но бывают исключения, где
мы принимаем модель на бесплатной основе, но модель потом это отрабатывает. А как вы принимаете? То есть, если Она модель должна какая-то, подходить по критериям. какая-то вот успешная, какая-то вот изюминка во внешности, да, или что? Да, она должна подходить по всем критериям. Рост, параметры, внешность, она должна быть супер необычная. В нашем понятии красота – это не стандартная красота, к которой мы все привыкли. Чем отличается модель, которая ходит по подиуму, и от фотомодели? Фотомодели, они... Фотомоделью и подиумной моделью может быть модель, которая соответствует параметрам и росту, но иногда модели не подходят на подиум, потому что у них не хватает роста. И они работают просто как фотомодели. А некоторые модели не подходят и не могут работать как фото, и они работают чисто на подиум. Ну, такое редко. А какие должны быть параметры, чтобы модель вышла на подиум? Ну, рост минимум от 175, но бывает исключение 173. Это девушки, 175. Парни от 183-185. Сильно высоких тоже не берут, от 185 уже девушек не берут. Вот у меня девушка есть 192, сегодня ее, правда, нет, ее в очень редких случаях берут. А фигура, разницы нет, да? Знаете, сейчас мы за толерантность. Стандарты красоты отходят от стандартов. У нас приходит больше к европейскому рынку и берут где-то модели и плюс сайз, и age возрастных моделей, и молодых, и худых, и необычных, и кудрявых, и альбиносов, и с витилиго. В общем, чем круче, тем необычнее, тем интереснее, да, сейчас такой рынок. А сколько сейчас в твоем агентстве моделей на сегодняшний день? Примерно. Ну, более 100. Более 100 в базе? Да. И на обучении, наверное, человек 20. И 20 ходят постоянно на обучение? Да. Здорово. Ну, давайте посмотрим. Давайте. На дефиле. Проходите. Здесь проходят наши занятия. Наши топовые модели сегодня не в форме. Можете посмотреть, как они дефилируют. Ну а позже я начну проводить урок. Хорошо. 5, 6, 7, 8. Нога в ногу вдвоем. Ровно постояли. Правой ногой назад. Смотри в зеркало. Почему модель ходит всегда с серьезными лицами? Это не конкурс красоты. Ага. Они здесь не продают себя, они продают одежду. Зачастую на подиумах не должна читаться никакая эмоция у модели. Для того, что... Ну, блин, это ходячий манекен. Все, понял. Поэтому, да? А вообще сложно ли так, ну, типа, пройти? Какие должны быть особенности? Что вот, можно мне показать один урок? Окей. Ровная спина. Ровная спина. Расслабьте руки. Расслабим руки. Можете повернуться туда, да. И широким шагом. Нет, не солдатским. Нет, ладно. В общем, этому нужно долго обучаться. Ну, то есть, как, вот я вижу, это надо как-то шаг делать, Рома? Не получится из меня модель? Получится, если поработать. Так. Мы возрастных тоже рассматриваем. Спасибо. Вопрос, ну, то есть долго учиться филе? Сколько по времени, чтобы научиться ходить? Бывают разные случаи. В среднем. Если с исправлением искривлений, перекосов различных, то 4 месяца. В основном хватает 3-4 месяцев. Но иногда мы продолжаем больше 4 месяцев обучения для того, чтобы модель чувствовала себя уверенно. Подожди, а вот детей ты не обучаешь вообще маленьких? Раньше обучали, сейчас приостановили, потому что я хочу углубиться больше в развитие топовых. Чуть-чуть позже будем обратно возобновлять занятия с детьми.
С детьми больший труд, больше терпения, больше нервов. И у меня пока свои двое. Да. И мне нужно чуть-чуть делегировать обязанности. Ты уже мама, Да, тебя двое, да. детей, классно. Спасибо. Сколько лет? Старшему 6,5, младший 5. Тоже хочешь отправить потом в модельное агентство? Они уже Уже молодец. участвуют в показах, снимаются, фотографируются. Но я не хотела бы, чтобы, например, сын занимался этим профессионально. Мгм. Чисто для поддержки своей уверенности, чтобы... В общем, парням это больше нужно для того, чтобы чувствовать себя уверенными, чтобы у них не была занижена самооценка, чтобы они знали и умели, как себя вести, где, как пройтись, как ходить, как разговаривать, этикет и так далее. Чисто ради того, чтобы могли спокойно коммуницировать с людьми. То есть в школе это не только позирование, да, это еще какие-то дополнительные элементы? У нас есть урок этикета. Этикета? Да, где мы обучаем столовому, деловому, этикет в одежде, речевой этикет. Столовый я назвала. Чтобы модели на каких-то более важных мероприятиях не облажались. Типа ораторское искусство, психологическое? Обязательно это есть. Это уже актерское мастерство. Тоже есть? Да. Классно. Кто в основном ваши клиенты? Дизайнеры магазина одежды, различные ивенщики, организаторы различных мероприятий, компании, в основном. Вот. То есть это что? Это проводится, допустим, какое-то шоу? К примеру, возьмем неделю моды, показы. У нас проходит один большой глобальный кастинг, на котором собираются все модельные агентства, где все модельные агентства выстраивают своих моделей, и заходит дизайнер. И она вот так по кругу идет, рассматривает моделей, выбирает тех, кто ей подходит. Ты, например. Так. Каким критериям она выбирает? Рост, внешность, параметры, походка, и как она вообще несет одежду. Это все, что касается показов. Если взять, например, съемку, мы отправляем заказчику наш бук моделей. Они говорят, или изначально, например, они могут сказать, нам либо важно, либо не важно, какая внешность. Если не важно, то мы им полностью отправляем, они выбирают, либо рекомендуем, либо они говорят, важно, и мы спрашиваем, какой типаж, возрастная категория, какой рост, какие параметры. И уже под вот эти критерии мы отправляем модели по типажу, например, азиатки, европейки или... Бывают метиски или восточная внешность, или Евразия. И потом уже заказчик, исходя из тех, кого мы отправили, выбирает тех, кто им подходит. То есть у вас есть какая-то база, имеется в виду фото, Да. вы отправляете Да. непосредственно? Это бук называется. Это имеется в виду фотосъемка или также видеосъемка? Без разницы. Если видео, я так понимаю, нужны какие-то пробы. Если видео или, например, не знаю, реклама, фильмы, сериалы, сначала выбирают по фото, потом просят записать видео-визитку, где они рассказывают о себе. Здравствуйте, меня зовут так-то, так-то, мне столько-то лет, я занимаюсь тем-то, тем-то, моделью я работаю уже столько-то лет и так далее. То есть это видео-визитка. После рассмотрения фотографий, видео-визиток модель приглашают уже на пробу. Модель приезжает, ей дают какую-то речь, какую-то фразу, и она должна ее проиграть. Возможно, это какой-то сюжет, который тоже снимается. Режиссер это все рассматривает, и спустя какое-то определенное время, 3-5 дней, дают ответ, ваша модель подошла или не подошла. Всё. То есть, получается, это не как кино какой-то кастинг, а это просто роль без слов, можно сказать, да? Бывает и со словами, Еще и со словами, потому что у нас есть актерское мастерство. Мы обучаем моделей правильно говорить, отыгрывать, рассказывать, выражать эмоции. Вот, плавненько перешли как раз к школе. Какие у вас есть направления обучения? У нас дефиле, Дефиле. вы уже посмотрели его. Дефиле это мы ходим. Да, Ага. фотопозирование, это правильно позируем. Так. Хореография, пластика, движение, ритмика, слух, это должна Так. знать и должна владеть этим всем модель. Мгм. Актерское мастерство, Мгм. стиль,
этикет и урок макияжа, визаж. Мгм. То есть модель должна уметь красить еще. Обязательно. Не всегда на фотосессиях, на мероприятиях красит модель. И многие заказчики просят, пожалуйста, пусть модель накрасится вот так. Мгм. Ну и модель красится сама. В школе сколько преподавателей на данный момент? 7. То есть каждое направление, каждый Да. преподаватель. По каждому предмету свой преподаватель. Какие у них зарплаты? Почасовые, Почасовые? да. У кого-то 7 тысяч в час, у кого-то 10 тысяч в час, у кого-то 15 тысяч за урок. Ну, то есть такой расход, да, от 7 до 15 тысяч Ну, каждого 7-20. М. От 7 до 20 Да, в час. да. Ну, давайте вот разложим в данный момент. Кто получает 7, кто получает 20. Мне просто интересно самому, вот, знаете, какие специалисты сейчас более актуальны. Урок визажа Мгм. 10 тысяч тенге, потому что там Мгм. большая группа, преподаватель дает свой расходный материал, Мгм. ну и тратит около 3 часов своего времени. Тут не в час, тут за Это группу. имеется в виду с человека. Нет, группа. 10 тысяч всего лишь берет Да. со своим материалом? Да. Ну, это как-то недорого. Ну там не совсем полностью, там модели приходят со своей Мгм. косметичкой, если чего-то не хватает, там окей. предоставляют. Хорошо, так. Самый, ну, не будем все рассматривать, это долго, наверное, самый дорогой, это что? Актерское Актерское мастерство. Да. Кто преподает актерское А, мастерство? Вообще мальчик не местный, Ага. он приехал с Москвы, Мгм. он там местный актер театра и кино, Мгм. у него большой багаж Мгм. опыта, и на самом деле классный, мне Мгм. очень понравилось. У нас много кто преподавал Мгм. по актерскому мастерству. Какое самое важное направление из этих всех? Такого не бывает? Ну, для меня дефиле. Потому что когда сама преподает Но на дефиле. самом деле модели важно все. Мгм. Дефиле – это походка, Мгм. фотопозирование, это умение позировать, актерское мастерство, это не только про игру, эмоции, слова, речь, ораторское искусство, это и про раскрепощение, это то, как модель умеет себя преподносить, как она себя ведет, как она находится в каком-то моменте, скажем. То есть важно уметь нести себя. Мгм. Хореография – это не только танцы, это, я говорила, и ритм, и слух, и движение, и пластика. Когда позируешь, не всегда ты можешь позировать, ты можешь и потанцевать, чтобы тебя поймали в движении. Одно без другого не может существовать. Привет, как тебя зовут? Привет, меня зовут Зармина. Давно в этом агентстве? Ну, года 2 где-то. Куда 2, да? Как тебя зовут? Меня зовут Илья, я здесь полгода. Полгода. Зармин, скажи, пожалуйста, что тебе нравится в этом агентстве? Почему ты сюда пришла? Мне очень понравилась активность Фариды. Мгм. Она все делает для своих моделей на кастингах, она всегда за нас защищает нас. Создала семью, грубо говоря, и мне это очень сильно нравится. То есть она вас всех поддерживает? Да, она всех нас поддерживает, она как наша мама. Ага. Только, ну, считай, ради Фариды вы сюда пришли? Нет, не только ради нее, конечно. Ради развития, Мгм. для души просто. Для души. Да. Так, у тебя? Я вообще из России, когда Ага. приехал в Казахстан, начал ходить по съемкам каким-то. У меня просто актерское образование. М. Познакомился с одним человеком из этого агентства с Элвином, и он меня привез сюда, потому что говорит, почему бы не попробовать модельным. И я подумал, а почему бы действительно не попробовать, и пришел. Мгм. Вот, как это бывает в моей жизни за компанию. Пришел, мне понравилось очень здесь. Мгм. Классная атмосфера. Ну, то есть, Не знаю, я так понимаю, что вы сюда не за деньгами пришли, или как? Впоследствии, конечно, хотелось бы и попытаться Мгм. эту линию монетизировать, Мгм. но сейчас я пришел, наверное, за базой, Мгм. посмотреть, обучиться чему-то Мгм. новому для себя и дополнительно как-то научиться раскрепощаться вот в этой стезе конкретно. И думаю, что FM помогает мне с этим. А какие у вас вообще ожидания на будущее? Какие планы? Что вы хотите, чего добиться? Ну вот в модельном бизнесе, не знаю. Я бы хотела стать моделью Victoria's Secret Фарида. Если вы это будете смотреть, знаете.
Очень Вот. хорошее желание. Насколько я знаю, они высокооплачиваемые. Да, Мгм. вот. Но вообще, да, хотелось бы, конечно, вырваться куда-нибудь в Европу, в Америку или хотя бы в Корею. Мгм. Вот, попробовать себя там. Давай поговорим немножко о ценах. Какие у вас расценки на услуги и какие у тебя условия работы с моделями? У нас есть модельный контракт, Мгм. который подписывают модели совершеннолетние, Мгм. несовершеннолетние подписывают за них родители. Мгм. Условия у нас таковы. Цены Цены? 70/30, то есть 70 моделей, 30 агентству, максимально 50/50. 50/50 мы еще не работали, и, ну не знаю, я считаю, что это слишком нагло Мгм. и много забирать у модели половину стоимости ее работы. Мгм. Поэтому средняя цена 30% в основном. И, ну если модели вообще в целом, ладно, разберем, съемка. Мгм. Средняя стоимость часа, только часа, 20 тысяч тенге. Если 2-3 часа, то по 15 тысяч тенге в час. Мгм. То есть это может быть либо 20, либо 45 за 3 часа, грубо говоря. Мгм. Из них 30% это агентские, Мгм. 70% это модельные. Это фотосъемка. Да, это съемка. Так. Бывают случаи, когда заказчики там платят всего 10 тысяч тенге Ага. за час. Но я понимаю, что модели там нужны деньги, ей нужна работа. Процент я здесь не беру. Если она соглашается ехать, я ее отправляю за такую стоимость. Но это очень редко, потому что если я так часто буду отправлять заказчикам за такую сумму модель, то заказчик никогда мне не заплатит больше. А почему ты отправляешь вот на такие, можно сказать, бесплатные съемки? Для меня бесплатные, да, для модели платные. Мне важно, чтобы модель заработала. Чтобы модель еще получала. Потому что не все работают, Мгм. а многие учатся, многие сами себя обеспечивают, помогая тем самым родителям. Мгм. Мгм. И ну, я понимаю, что им нужно зарабатывать. Мгм. Я не могу отнимать у них возможность заработать, когда они могут заработать. Мгм. Из-за того, что я там не забрала какой-то процент. Так, с этим мы разобрались. Фотосъемка Да. стоит таких денег. Дальше Да. какие есть направления? Показы. Показ. Если это большие недели моды, где, например, 2-3 рабочих дня, и где у модели может быть по 3-4 выхода в день, Мгм. там стоимость 8 тысяч тенге выход Мгм. у дизайнера. Из них 2000 агентские, 6 тысяч модели. Так. Сколько Это может в нашем быть агентстве, в в день других таких выходов? 3-4. 3-4 выхода. Ну, за 2-3 дня модель может и 20 тысяч заработать, и 30 тысяч чистыми себе заработать. Тенге, да? Да. Если это монопоказы, там, конечно, выход стоит от 15 до 20 тысяч. Мгм. Вот выход. Агентство 30% также, да? Если платят 15 тысяч, агентские 3-5 тысяч Мгм. тенге. Если платят 25 тысяч тенге, Мгм. точно. Мгм. Так, еще какое-то направление? Вот съемки, допустим. Реклама. Реклама. Самое дорогостоящее. Там платят за съемочный день. Это более 12, до 12-13 часов. Мгм. А, Смена. Да, смена. От 8 начиная, по-моему, или от 6. Ну, короче, в общем. Ну да, 8-12 часов смена. Да. Где-то платят 150 тысяч тенге, 150 где-то тысяч. платят 300, кто-то из заказчиков платит и больше. Мгм. Максимальный наш заказ был, не помню, кто уже. Ну, лично мне, как модели, снимали шины индийские. Мгм. Я просто внешностью прошла. Мне оплатили за съемочный день 8 часов 300 тысяч тенге. 300 тысяч за смену, да? Хорошие деньги. А получается, ну вот если бы модель вышла за эти 300 тысяч, агентские сколько были бы ваши? 30%. 30%. То есть в основном 20-30% это агентские. Да. Ну, здорово. То есть самые прибыльные направления это рекламные Да. ролики. Да. А еще какие-то направления есть или что? Кино – это самая маленькая плата. Кино это чисто для имиджа, да, наверное? Да. Ага. Больше же нет, да, никаких направлений? Ну, в принципе, Ну, вот в основном вот эти. Да. промо. Промо в час зарабатывают в среднем от 3000 тенге в час. Промо – это сэмплинг, раздача продукции, там,
зазыв людей, приходите, подходите, пробуйте и так На далее. каких-то выставках, да? Там Выставки, фестивали. фесты, фестивали, да, Рекламная продукция, раздача. Это 3000 тенге, да? в час. В час. Но они обычно работают 6, 5, 6, Ага. 10 часов. Все, понял. Ну, то есть это самое такое дешевое. Вот если разобрать, да, шкалу прибыльности доходов, то есть самое невыгодное, то есть самое дешевое, это что? Это вот промо, да, наверное, или... Все так думают, что Ага. промо это невыгодно. Но когда модель в день может заработать 20 тысяч, потусить, да-да-да. послушать певца какого-нибудь и таких 2-3 дня, Мгм. ну, нормально. Да-да. Типа совмещать развлечения и заработок. Да, но если выпадет съемка на этот день на 2-3 часа, конечно, она туда сорвется. А такой вопрос, что выгоднее, что приносит больше дохода тебе, это школа или агентство? А оно взаимозаменяемое. Ага. Когда сезон заказов, там приносит прибыль больше заказы, работа моделей. Мгм. Когда сезона такого нет, у меня на подхвате всегда и обучение. Да. Мгм. А вот тогда такой вопрос про сезонность. Когда сезон показов? В или основном весна-осень. весна, осень, это сезон. Показов, съемок, лукбуков, рекламы и всего прочего. Зима, в особенности январь, Мгм. это самый тухлый месяц, февраль еще более-менее, ну и лето. Лето в основном тащит на фестивалях, Мгм. потому что работает промо. Но опять же июль у нас очень тихий выдался, очень. Июль. Конечно, были съемки, так нет, но все равно не так, как мы работаем осенью или весной. Так в итоге больше приносит агентство или школа? Агентство, Агентство, да? На процентов 60, да? 40 там школа, допустим. Ну, если так. будем Я так говорить понимаю, так. Да. Фарида, расскажи, пожалуйста, как вы продвигаетесь В основном сарафанное радио. сарафанное радио? Потому что очень много довольных людей, Мгм. клиентов, заказчиков. Кто-то из родителей говорит, блин, мой ребенок ходил туда, и отдавай своего туда, например, это на обучение. Из заказчиков, блин, я с такими классными людьми поработал, у них там классные модели, и все супер, обращайся к ним. Мгм. Это всегда испокон веков работало, работает, будет работать. И я очень благодарна таким людям, что они советуют. Ну и в первую очередь мы не теряем планку, чтобы нас советовали. Классно. Второе – это Инстаграм, ТикТок, реклама, таргет. Всё. Мгм. Сколько тратите на таргет? Ну, в основном я, когда надо, запускаю таргеты, когда То есть ты сама, нет специалистов? которые я обучалась. здорово. Ну, примерно там бюджет на В запуск день рекламы. от 5, не знаю, там, до $20. А, Ну, я не трачу больших расходов, мне главное мгм. запустить, закрутить, чтобы у людей там помельтешило перед глазами, а потом уже сами начинают искать, писать. Супер. Теперь самый интересный вопрос под конец выпуска, который ждут все наши зрители. Сколько же зарабатывает модельное агентство, у которого тем более есть своя школа? Ну, это сезонность. Сезонность. Это не каждый месяц так, или не каждый, не знаю, год так Ну, бывает. давай. Вот плохой сезон и когда самый хороший сезон. В плохой сезон, Всю оборотку возьмем со школы, тогда с агентством. не знаю, в плохой сезон может быть 700 тысяч тенге. 700 тысяч. 500-700. Это оборот. Да, и из них расходы это 50-60% на преподавателей, на аренду, Мгм. плюс еще ко всему есть зарплаты моделям, если Мгм. они это там вместе съемки были какие-то. Ну, из них процентов 20-30 может быть. 20-30 это чистая прибыль. Да. Мгм. А самый хороший сезон? Ну, возьмем, например, март-апрель месяц. У нас было очень много показов, очень Мгм. много промо, съемок, пик обучения.
Ну, наверное, максимум 2-3 миллиона. 2-3 миллиона, из них чистыми Процентов 30. 30%. Так, при помощи простой математики мы можем посчитать. Ну, около 600 тысяч тенге чистая прибыль. То есть агентство, Месяц. ну это получается твоя прибыль. Да. Ты как есть, как агентство. Да. Это за исключением всех налогов, Ну, всех понятно. расходов, выплат, зарплат. Ну, тебе хватает этих денег? На самом деле, ну это не такие же большие суммы. Ну, да, мне хватает. Хватает. Я ни на что не трачу. У меня есть муж. Эту сумку мне муж купил. Нет, ну на самом деле, вот это хороший показатель или нет, рыночный? Просто сейчас, может, Блин, честно не знаю. Знаешь. Если сравнивать с другими агентствами, то, думаю, один из лучших. Если брать другую сферу деятельности, другой бизнес, то, ну, ё-моё, работать еще надо. ну, понятно. Ну то есть ты больше работаешь, наверное, из-за любви к этому делу, Да. энтузиазму. То есть, ну, не сильно обращаешь внимание, да, там, на финансовые потоки, или как-то пытаешься их преувеличить, увеличить. В любом случае пытаюсь я их увеличить, и не только себе, и моделям. Мгм. Я очень верю и надеюсь, что в нашей стране эта сфера деятельности будет развиваться активно и будут относиться к этой сфере деятельности более серьезно. А какие планы вообще у тебя есть на развитие? Мы открылись в Ташкенте. Филиалы открывать? Да. Так. Планирую по городам Казахстана Мгм. пойти, Мгм. ну это пока в планах. Ну и еще несколько стран захватить. То есть Захватить. международный уже, да, Ну да. проект сделать? Там уже, соответственно. Мы работаем на международных проектах. Наши модели ездят и в Азербайджан, и в Таджикистан, и в Узбекистан. Поедем в Грузию скоро на неделю моды, в Турцию на показы. Мгм. А там больше платят, кстати? Ну, здесь больше за путешествия. Ага. То есть они Нам- оплачивают? Нам полет? оплачивают проживание, питание, дорога, Мгм. выходы. Ага. Где-то выходы не оплачиваются. Мгм. Просто нам оплачивают все наши расходы. Зато мы смотрим Мир. другие страны, мир, да, знакомимся с другими людьми, находим других заказчиков. Где-то, возможно, попадется халтура какая-нибудь, ну это типа съемки с Ну да. местными брендами, дизайнерами. Ну и так чуть-чуть подзарабатываем. Ну, Мгм. больше здесь про имидж, про статус, про узнаваемость, развитие. Мгм. Чисто из-за этого. Ну и путешествия. Фарида, спасибо большое, что пригласила сегодня и раскрыла нам все тайны и завесы модельного агентства. И по традиции в конце можешь дать совет нашим зрителям. Может быть, кто-то тоже захочет открыть свое модельное агентство, хоть я понимаю, что это непростой бизнес. И я не призываю вас открывать модельное агентство. Я не хочу растить себе конкурентов. Но я призываю всех действовать. Если вы еще в чем-то сомневаетесь, не сомневайтесь. Просто берите и делайте. Всегда на пути, какой бы он ни был сложный или легкий, вам будут попадаться люди, которые вас будут чему-то учить, где-то помогать, где-то подсказывать. Мне кажется, просто взять цель, определиться с тем, что вы хотите, как вы хотите, найти важные аспекты и начать их уже немедленно решать. Всё. И верить в себя, главное, это самое главное, верить в себя, что у вас все получится, и у вас обязательно все получится. Спасибо. Друзья, и по традиции в конце мы что-то разыгрываем. В течение месяца после того, как выйдет это видео, вы можете написать в модельное агентство FM Models, и Фарида предоставит вам бесплатный пробный день. Да, пробный день, в котором будет 4 урока. Целых 4 урока, друзья. И второй розыгрыш. Будет у нас в Инстаграм. Важным условием будет быть подписанными на наши аккаунты «Бизнес по-казахски» и FM Top Models. Написать комментарий под постом с нашим
тизером, почему вы хотите стать моделью. И за лучший комментарий вы получите 50% скидку на полный курс обучения. Друзья мои, сколько стоит полный курс обучения? 480 тысяч тенге. Я считаю, что это очень хорошая скидка. Если вы хотите стать моделью, пожалуйста, вперед. Друзья, спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Оставляйте свои сердечки, подписывайтесь на наш канал, пишите хорошие комментарии. Ну а мы желаем вам удачи. До новых встреч.